Об особенностях дней недели. Когда пророку алейхиссаляту вассалям спросили о субботе, он ответил: «Суббота – день обмана, вероломства». В субботу курайшиты собрались на совет, строя козни против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В субботу, воскресенье и во вторник нежелательно кроить одежду. Пророка, алейхиссаляту вассалям, спросили о воскресенье, и он ответил: «Воскресенье – день, когда сажают деревья и строят дом. В воскресенье Всевышний Аллах начал сотворение мира. В одной из версий говорится, что в этот день был создан рай и посажены райские деревья». Пророка, алейхиссаляту вассалям, спросили о понедельнике, и он ответил: «Это день путешествий и торговли. В понедельник пророк Шуайб, алейхиссалям, вышел в путь, и в понедельник он получил прибыль от торговой сделки». Пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, спросили о вторнике, и он ответил: «Это день крови, день кровопролития. Во вторник появились месячные у нашей праматери Хавы. Во вторник же сын пророка Адама, алейхиссалям, Кабиль, убил своего брата Хабиля. Были убиты пророк Джарджис, пророк Закария и его сын пророк Яхья, мир им. В этот день Фир'аун казнил своих колдунов за то, что они уверовали в пророка Мусу, алейхиссалям. Также в этот день Фир'аун убил свою жену Асият за то, что она уверовала в пророка Мусу, алейхиссалям. В этот день сыны Израилева зарезали корову. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил делать кровопускание и ставить банки в этот день, и сказал: «В этом дне есть 1 час, определенное время. Если кровопускание совпадет с этим часом, то кровь не остановится, а если и остановится, человек может умереть». Во вторник Всевышний Аллах изгнал из рая и сбросил на землю Иблиса. В этот день он создал ад, да убережет нас Аллах от ада. Во вторник Всевышний Аллах возложил на ангела Азраила обязанность забирать души потомков Адама. Во вторник же пророк Айюб, алейхиссалям, попал в беду, по другой версии это произошло в среду. Пророка, алейхиссаляту вассалям, спросили о среде, и он ответил: «Это день, когда случаются несчастья». Причиной сказанного было то, что в этот день Фир'аун вместе со своими людьми утонул в море, были уничтожены народы Ад и Самуд и народ пророка Салиха, алейхиссалям. В действительности, для мусульманина несчастным, лишенным благодати, является день, когда он совершал грехи, вел себя плохо, каким бы он ни был днем недели, а день, когда он вел себя хорошо, хороший. Да одарит Аллах умму Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, содействием в совершении благих дел. Не следует стричь ногти в среду. Сказано, что от этого может возникнуть проказа. Некоторые алимы считают, что в среду нежелательно посещать больных. Также сказано, что мольба, прочитанная в среду после обеда до наступления времени предзакатного намаза, принимается. В среду, в упомянутый промежуток времени, была принята мольба пророка, алейхиссаляту вассалям, против племени, собравшихся на войну с ним. Еще сказано, что дело, начатое в среду, непременно будет доведено до конца, поэтому желательно начинать изучение науки или новой книги в среду. Пророка, алейхиссаляту вассалям, спросили про четверг, и он ответил: «Четверг – день, когда исполняются нужды, благоприятный день для посещения правителей, чиновников». В четверг пророк Ибрагим, алейхиссалям, посетил египетского царя и достиг желаемого. В этот день царь подарил ему Хаджар, будущую мать пророка Исмаиля, алейхиссалям. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о пятнице, и он ответил: «Пятница – день бракосочетания. В этот день заключили брак пророк Адам, алейхиссалям, и Хава, пророк Юсуф, алейхиссалям, и Зулейха, пророк Муса, алейхиссалям, и дочь пророка Шуайба, алейхиссалям, пророк Сулейман, алейхиссалям, и Билкис». Бракосочетание нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с Хадиджей и Айшей тоже состоялось в этот день. Бракосочетание лучше совершить в пятницу, а свадьбу можно сыграть в любой день, невзирая на дни и месяцы. От Ибн Аббаса передали: кто пострижет ногти в пятницу, Всевышний Аллах выведет из тела этого человека болезнь и даст ему исцеление. Когда бы ни стригли ногти, не избегайте после этого помыть руки.